Здравствуйте, друзья! Видите, мы с Томи Михайловичем пошли гулять, у нас тут прохладно, и есть даже мелкая моросяка такая. Всю ночь шел дождь, но вот как-то сейчас более-менее распогодилось. Я вам расскажу про выборы уже по итогам, да, значит, вчера были выборы. Вечером уже было все известно. Я шел спать в 11 часов вечера, я пошел спать. Ну, у нас в Калифорнии в это время на том берегу было уже 2 часа ночи. В общем, было подсчитано не 100%, там 95%, там вот такого плана голосов. И давайте я пока... Я с утра не смотрел новостей. Мы вот с Томи пошли гулять. Я обычно все дела делаю после того, как Томи все дела сделает. В общем, я сегодняшних не смотрел, может быть, там какие-то больше уточнения. Но я расскажу эмоциональную сторону того, что вчера происходило. Ну и количественную тоже. Произошла резкая подвижка в сторону демократов. Вообще все эти выборы были в значительно большей степени референдумом по Трампу и тому, что он делает, нежели голосованием за того или иного кандидата. Хотя это тоже присутствует, конечно. Там, тем более в Нью-Йорке, там вот Мамдани у него большое количество последователей, но тем не менее в значительной степени это было направлено против Трампа, и количество участников вот об этом говорит, то есть необычайно много людей участвовало и в предварительном голосовании, и так пришли на участки в день выборов. Значит, говорили так, оценки были такие предварительные, что в Вирджинии победит кандидат-демократ на губернаторских выборах со сдвигом процентов 6-7. Там было, считай, 15. То есть недооценили. Значит, в Нью-Джерси говорили, что очень близкие выборы, очень небольшая разница, но, скорее всего, может быть, на процентик на 2 кандидат от Демократической партии наберет больше. Но всяко бывает, не будем зарекаться туда-сюда. Значит, вместо 1-2% там те же там 14-15. То есть что-то невероятное произошло. Значит, я скажу, в чем как бы необычность. Обычно, когда смотрите на всякие опросы общественного мнения, то по сравнению с реальными выборами республиканских кандидатов обычно недооценивают. Ну, скажем так, лично Трамп, да? Если мы будем говорить про Трампа, Трамп обычно собирает больше голосов, чем показывают опросы. В данном случае мы видим как бы резкий сдвиг влево. При том, что нельзя сказать, что демократы, как партия, да, пришли на выборы с чем-то таким, ну, программно значимым, мы сейчас вот это сделаем, и это сделаем. Нет, это не было голосованием за программы какие-то. Это было голосование категорически против вот лично Трампа и того, что он делает. Поэтому, ну вот в соответствии с тем, что показывают опросы общественного мнения, там, когда начинают по разным категориям, там, иммиграция, деятельность АИС по депортации, там экономика, инфляция, идет ли страна в нужном направлении и так далее. Примерно вот такое идет, ну, скажем так, 63, 4, 5% против, и там, значит, остальные за. Ну, такого плана Трампа и того, что он делает по всем этим аспектам. Что касается Калифорнии. В Калифорнии, ну, если мы посмотрим на то, как избирался Гавин Ньюсом первый раз, второй раз, и еще у него были выборы, связанные с тем, что его хотели там импичменту подвергнуть. И вот было голосование по импичменту. Фактически он за свои 2 срока 3 раза за него голосовали. И очень стабильно все 3 раза было. Ну, так, примерно 63-64% за Ньюсома и там 33, 34, 35 против. Это обычная такая последних лет статистика. Но на прошлых выборах
там не выбирали губернатора, да? Мы знаем, выбирали президента и конгресс и так далее. Но на этих выборах демократы получили не 63-64%, а получили 60%. Соответственно, республиканцы получили не 34, там, 35, а получили 40. И как бы год назад был сдвиг вправо, как вполне такой очевидный и заметный. То есть 10 очков разница, да, между тем, что было раньше. То есть между 60 и 40 20 очков разница, а между там 64 там, и 34 30 очков разница. То есть как-то вот довольно существенно демократы уступили в своем преимуществе год назад. Но сейчас мы снова видим вот эти самые 64 на там 35 примерно. То есть вернулось вот к той пропорции, что раньше было. И Ньюсому удалось развить вот эту кампанию в таком смысле, что мы не за участки тут избирательные голосуем, а мы противостоим Трампу. Трамп задумал, значит, преступление против воли избирателей, значит, и мы противостоим этому преступлению. Вот у нас Трамп, вот у нас вот эти вот, которые, значит, там фашисты, анонисты и так далее. Вот, а мы, значит, вот против них. И когда все это начиналось месяца, я даже не помню, месяца 3 назад Ньюсом сказал, вот мы сделаем такой референдум, мы там все это примем такой закон временный. И было очень много голосов в пользу того, что зря он с этим связывается, потому что это может его дискредитировать как лидера, и что, может быть, это все и не получится, и, в общем, как бы риски большие, зачем ему это надо, и так далее, и так далее. Он, конечно, всех вот этих вот сомневающихся обошел на повороте, то есть это вывело его на лидирующие позиции среди демократов, борющихся с Трампом. Ну, то есть в рассмотрении президентской кампании 28 года, которая по-настоящему начнется через 2 года, не сейчас и даже не через год, а вот по-настоящему вся эта борьба происходит последний год. И вот он как бы вышел на лидирующие позиции. Камала Харрис в последнее время слилась. Она не выступала в поддержку кандидатов-демократов на этих выборах. Куда-то она делась. То есть она вроде не отказывалась баллотироваться в президенты, но как-то вот ее нет. Обама активизировался, ходил, мать честная. Так, вот. Значит, это не волки, друзья, это собачка лает. Значит, Обама активизировался, выступал. В общем, все это у них хорошо получилось. И что сказать? Вот он такой как бы лидер. Потому что никакой другой республиканец, которого рассматривают в качестве возможного и президентской кандидатуры, как-то вот особо не боролся. Но тут мы должны еще раз вернуться к кандидатуре вот этой Александрии Кортес из Нью-Йорка. Ей сейчас сколько там? Ну, ей к выборам 40-ник там будет, то есть она по возрасту подойдет. Она молодая, в принципе, женщина. Вот. Но это ее победа. Вот победа Мамдани в Нью-Йорке, это ее победа. Она вместе с Сандерсом так пассионарно проповедовала, так, агитировала, так далее, так далее. И как бы многие сейчас говорят, что не смотрите на Ньюсома, а смотрите на нее, потому что сдвиг партийный явный такой в сторону вот такого левого экстрима. Но тут есть другой аспект. Действительно, в Нью-Йорке вот там этот Мамдани как-то был кандидатом, за которого голосовали за, да, не против Трампа, а вот именно за Мамдани. А вот, например, губернаторские выборы в Вирджинии и в Нью-Джерси, там как раз очень умеренные либералы, очень умеренные, но они
вели избирательную кампанию на почве вот этой affordability. Я как раз вчера в видео рассказывал. Вот affordability, то есть, грубо говоря, снижение уровня жизни. Тут плохо, там плохо. Они как бы по экономике долбали. Они не шли, да, по теме там защитим демократию. Это отдельно. Это кто понимает, тот понимает. Но когда ты хочешь такой большой сдвиг, и когда ты хочешь, чтобы люди пришли на выборы, которые в прошлый раз и не ходили даже, вот нужно такое близкое сердцам. Холодильник. Вот они по поводу холодильника проводили свою избирательную кампанию абсолютно без всякого левого уклона. Абсолютно. Поэтому черт его знает, как там ляжет расклад у демократов в ближайшее время. Но, во всяком случае, такого уж прям совсем сумасшедшего сдвига там в большевизм мы пока не видим. Вот. А то, что мы видим в Нью-Йорке, ну, поживем, посмотрим. Я думаю, что то, что ты обещаешь, когда идешь на выборы, это совершенно не то, что ты делаешь, когда побеждаешь. Да? Потому что ты начинаешь с реальностью иметь дело, а не с эмоциями, которые ты там научился возбуждать. Или там в ТикТоке объявления давать. Поэтому посмотрим. Как это... Была такая пословица в детстве моем, я ее с тех пор не слышал с детства, но вот мамдани мы можем сказать: не хвались, едучи на рать, а хвались, едучи с рати. Вот пусть он там повоюет, а потом, едучи с рати, мы посмотрим. Счастливо!